Давайте сейчас подключим к нашей беседе журналиста Павла Казарина, который с нами сейчас на прямой связи по телефону. Павел, витаю вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Павел, мы вот сейчас вспоминаем события 26 февраля 2014 года. Каким вам запомнился этот день? Честно говоря, было полное ощущение невероятных событий, потому что мы помним, что, с одной стороны, тогда, знаете, это был переломный момент. То есть вот вечером 26 января закончилась эпоха Майдана и началась эпоха вторжения. И те митинги, которые проходили в Симферополе под зданием Верховной Рады Крыма, которые проводил в том числе Меджлис крымско-татарского народа, и которые помешали Российской Федерации провести через крымский парламент выгодные себе решения, это вот, наверное, была такая последняя точка, после чего одно качественное состояние Украины, я имею в виду эпоху Майдана, оно переключилось в другое качественное состояние, когда мы все оказались в новой для себя реальности российского военного вторжения. Павел, скажите, удалось ли тогда в Крыму показать миру, что не было никакого добровольного присоединения, не было вхождения в родную гавань, как это преподносят сейчас в России? На самом деле, вот те события, те акции протеста, которые случились в Симферополе в тот день, они дали Украине в первую очередь моральное и фактическое право говорить о том, что крымчане аннексию не поддерживали. И действительно, ведь план России состоял в следующем. Они хотели провести через крымский парламент, через легитимный и легально избранный крымский парламент решение, которое бы фактически очень сильно облегчили бы им оккупацию. Потому что вплоть до последнего момента Российская Федерация пыталась сделать максимум, чтобы у всех остальных не было возможности назвать происходящее именно аннексией. Я, например, напомню, что Виктор Янукович, он даже подписывал постановление, уже будучи на территории Российской Федерации, в котором он предлагал Сергея Аксенова на должность премьер-министра Автономной Республики Крым. Такова была процедура. Президент предлагает, вносит кандидатуру, а крымский парламент ее утверждает. И вплоть до последнего момента Россия пыталась совершить максимум телодвижений для того, чтобы хоть какая-то правовая ширма у процесса аннексии была. И митинги, которые прошли в конце февраля в Крыму, они как раз и не позволили России протолкнуть через на тот момент еще легальный и легитимный крымский парламент необходимые ей решения. Окончательно и в результате этого Украина сегодня имеет все возможности, как раз таки с точки зрения буквы и духа закона, утверждать, что происходящее на полуострове было именно аннексией, а ничем иным. Павел, если же прочитать крымские СМИ, это и в этом году, и прошлые года, то Сергей Аксенов, глава оккупационного правительства, глава Крыма, вешает на себя медали, говорит, что все-таки это они отстояли Крым от бендеровцев, от Майдана, и что уберегли Крым все-таки от того фашизма, который типа царствует в Украине. Как вы думаете, насколько его роль была, какова его роль была в этом Майдане, в крымском? Скажем так, Сергей Аксенов был не единственным кандидатом на роль главы оккупационного правительства. Насколько я знаю, в российских списках, насколько мне говорили, в российских списках потенциальных кандидатур было где-то 1,5 десятка человек. В том числе, например, такой бессменный лидер крымских коммунистов по имени Леонид Грач. Но против него, например, выступил уже глава Верховной Рады Автономной Республики Крым Владимир Константинов, сказал, что он с Грачом работать не будет. Тогда эта кандидатура отпала, пошли искать дальше, и в итоге наткнулись на Сергея Аксенова. Сергей Аксенов внезапно для себя, он в Крыму был абсолютным политическим маргиналом. Его политическая партия «Русское единство» создавалась за несколько лет до этого, говорят, на деньги одного из украинских олигархов, для того, чтобы иметь возможность лоббизма своих интересов
крымском парламенте. Но тогда он остался, в итоге смог провести только 3 депутатов в 100-местный крымский парламент. И был на самом деле, по большому счету, говорящей головой, единственный функционал которого сводился к тому, что он время от времени приходил по приглашениям в эфир разных крымских радиостанций или телекомпаний. И, разумеется, наверное, когда российское предложение о том, чтобы стать таким себе Квислингом, главой оккупационного правительства, к нему поступило, это был его, условно говоря, так в этот момент он поставил на зеро и неожиданно для всех сорвал банк. Вот уже он 6 лет остается главой оккупационного правительства Крыма. Но одновременно кем он был до момента аннексии, никем. Павел, вот если посмотреть на вот эти все тревожные звоночки, когда были в 2014-м, не было ли у вас ощущения, что Крым стоит в преддверии оккупации? Вы знаете, к сожалению, что касается меня, то, наверное, я недооценивал величину рисков. Некоторые мои знакомые, в том числе в Крыму, они испытывали куда большую тревожность в отношении того, что может произойти с полуостровом. По итогам Майдана многие, например, мои знакомые, они прямо говорили, что вот как только закончится Олимпиада в Сочи, Россия развяжет себе руки и перейдет к каким-то активным действиям по дестабилизации Украины. Честно говоря, я в тот момент, сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что мои прогнозы, они страдали излишним оптимизмом. Я полагал, что та Россия, к которой мы успели привыкнуть на тот момент, что она будет в большей степени отличаться от Советского Союза, что ее имперский ресентимент и фантомные боли по советскому прошлому, что они меньше и тоньше. Но я ошибался.